Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Только для вас сегодня команда Шишкин-Дом, которая работает в городе Москва. Мы знакомимся с новыми технологиями, новыми производствами. Узнаем, какие актуальные на сегодня в городе Москва, в Московской области, ну и в целом по России. Сегодня мы в гостях в компании Tops House у Максима, руководителя отдела продаж у Максима. Так, Максим, здравствуйте. Добрый день. Кратко знакомьте, пожалуйста, с вашей компанией, сколько вы на рынке и историю краткую. Вкратце, если мы занимаемся деревянным домостроением уже более 10 лет, компания организована в 2009 году, мы проводим очень такой серьезный рост с этого времени и до сих пор считаемся одними из лидеров в отрасли по мини-брусу, и уже более 7 лет занимаемся двойным брусом. Это технология для круглогодичного проживания, очень теплая и больших домов полноценных. Компания организована в Москве, производство у нас идет также в Москве, но при этом имеем очень большую дилерскую сеть по всей России, то есть от Калининграда до Владивостока, от Крыма до Южного Сахалина. То есть география практически вся России, ближайшее зарубежье, Европа, поставляем очень много куда. Нас интересует именно технология двойного бруса. Насколько она актуальна, эта технология на сегодня, и какие у вас успехи именно по двойному брусу? Технология это на самом деле не такая уж и новая, как вы сказали, ей уже больше 100 лет, а правда для России она, действительно новая. Так получилось исторически, что в Россию в первом вошел каркасная технология, и очень многие компании вышли на нее, а двойной брус как-то прошли немножко стороной, и мы одни из немногих компаний в России, которые очень сильно популяризируем данную технологию, так как она имеет гораздо больше преимуществ, чем каркасные технологии, и гораздо более актуальна именно для российских условий и реалий. В частности, она гораздо теплее. Это одна из немногих технологий в принципе в мире, которая может при серьезных минусовых погодных условиях, это за полярным кругом в том числе, давать класс энергоэффективности А и А+. При этом оставаясь в адекватной, недорогой сегменте по ценовой политике. При этом технология очень быстро собирается на месте, не требует каких-то специализированных установок, средств, техники. Все это собирается на пятне застройки и относительно легко и качественно дает максимальные показатели. При этом совмещает в себе преимущества как брусового дома, это паропроникновение, влагопроникновение, то есть находиться в доме очень комфортно, очень приятно спать. И каркасных технологий, то есть это максимальная теплоизоляция, шумоизоляция, так как эковато, как утеплитель, засыпается не только в внешний контур, но и также в межкомнатные стены, и тем самым достигается очень эффективное шумопоглощение и комфортное пребывание в доме. Также один из больших преимуществ данной технологии, одно из больших, это быстрота возведения и возможность возведения домов круглогодично. То есть вне зависимости от внешних условий, погодных условий, за исключением проливных дождей. Все остальное, пожалуйста, нормально собирается. И возможность эксплуатации сразу по факту сдачи дома. То есть дом готов к эксплуатации, не требуется ожидать его усадки или еще чего-то. Смотрите, значит, тогда преимущества какие? А – это энергоэффективность. Да. То, что важное. А+, да? Да. Второй плюс – это цена. Стоимость дешевле, чем клееный брус. Где-то, если с клееным брусом, в том же сечении брать, это 200-240 миллиметров, стены, ценовая политика будет где-то на 30-40% дешевле. Так,
теплоэффективность, стоимость экономичнее и быстрота возведения и плюс быстрота производства, да? Да, дом запиливается на производстве полностью, все детали, поставляется сразу готовый домокомплект, то есть на месте нужно его просто собрать, не нужно ни допиливать, там, ни выпиливать ничего, то есть именно сборка осуществляется. И относительно там более сложных технологий, да, она намного быстрее. Нет усадки дополнительной еще? Ну, усадка в данном случае, много технологий, которые не дают усадки, то есть я бы не сказал, что это прям такое принципиальное преимущество, но в том числе, да, то есть если будем сравнивать с брусом естественной влажности, либо с бревном, да, это не требуется, можно жить сразу. Вот вы сказали, география самая такая широкая в нашей стране. Вот отзывы, нас интересуют самые такие крайний север, вот как Якутия, Магадан. У нас есть как бы и видеоотзывы, и в том числе на сайте можно найти полноценные отзывы о тех, кто уже попробовал нашу технологию, поработал с ней, там, не первый год пожил в наших домах, как говорится, и отзывы только положительные, причем действительно люди, самый большой шок, который они испытывают, да, это насколько теплые дома у них получаются. Почему? Потому что относительно ожиданий, мы все ожидаем, да, что каждый там застройщик хвалит себя, и там вот эти цифры на бумаге, они не такие понятные нам, нежели когда начинаешь пользоваться. Но когда дом при минус там 30 и ниже градусов за сутки остывает там на 3-4 градуса без отопления, у людей у многих возникает когнитивный диссонанс и шок, что разве так можно? Так, смотрите, вот преимущества какие еще дополнительно. Начнем с фундамента. Вот он намного легче, чем брусовый дом, намного легче, чем клееный. Да, сама постройка, она не тяжелая, поэтому позволяет использовать практически любые типы фундаментов, начиная там от самых простейших, это свайно-винтовых, да, тех же геошурупов, если сложные грунты, и до самых тяжелых видов фундамента в виде там, плиты, ростверка, либо ленточного фундамента. Вот. Но мы, как застройщики, конечно, в нашем регионе у вас будет немножко своя специфика. Мы рекомендуем, конечно, это либо железобетонные сваи, либо свайно-винтовой фундамент. Он легкий, быстрый и относительно других фундаментов намного дешевле. Значит, по времени, вот смотрите, по времени и по стоимости. Вот 8х8, 2 этажа, винтовые сваи, допустим, винтовые сваи. После геологии, допустим, занимает установка сколько по времени, потом монтаж теплого контура. По поводу винтовых свай и так далее, как правило, если это действительно винтовые сваи, это один день крутится, да, максимум 2. На тему самого дома. Сборка теплого контура 8х8 займет где-то 2, максимум 3 недели. 2 этажа. 2 этажа, полная сдача от момента выхода до момента подписания акта. На фундамент 2 дня на фундамент, допустим, да, и 2 недели на теплый контур. Я бы сказал все-таки 3 недели. Почему? Потому что 2 недели это все очень сильно упирается в сложность конструкции, да, потому что одно дело это прямая крыша, да, двухскатная, другое дело это 4-скатная, либо там вальмовая, изломанная крыша, что очень сильно может увеличить срок монтажа, да. Так же, как и там тот же фундамент. Просто вкрученные сваи, это одна, да, идея, там вкрученные сваи, но с ростверком уже принципиально другие сроки. Поэтому сроки мы, как правило, озвучиваем от 2 до 4 недель на предмете начала работы, да, с клиентом, и при работе с клиентом уже впрямую, да, при понимании конструктива, при понимании проекта мы уже говорим там с точностью, да, плюс-минус 2 дня, 3. То есть тогда в среднем в городе Москва, в Московской области ваши клиенты, заключив договор с вами на монтаж, на строительство дома, они через месяц уже могут
Ну, получить свой очень теплый амбициозно, дом. да. Не совсем так. Скажем, здесь есть еще пару нюансов. Первый нюанс. Нужно заложить время на конструкторскую документацию, потому что очень редко, когда люди нравится именно типовой проект, и, как правило, все хотят внести туда какие-то свои изменения, нюансы, видения. Это тоже требует времени, потому что мы отрисуем абсолютно каждый свой проект, причем каждый проект согласовывается и подписывается с заказчиком, и отрисовывается он с точки зрения именно СНИПов и полноценных всех нюансов, которые требуются, да, то есть у нас это не отписка, у нас это полноценная документация. На это, как правило, тоже уходит около месяца с точки зрения вот пока всех согласований, нюансов, и еще около 2 недель минимум это комплектация и запил на производстве, да, потому что, как правило, используются какие-то заказные позиции, используется свое видение у каждого клиента, да, то есть что он хочет, какая кровля, какие окна, двери, так как их нет на складе, их заказывают под каждого клиента. В среднем... От момента лопаты, допустим, да, в землю воткнули, и уже месяц можно получить теплый квадрат. Да. От момента заключения договора, если это типовой проект и вот все понятно всем сторонам, до момента сдачи, где-то, месяц-полтора максимум. У нас были такие нюансы, у нас есть прецеденты, когда мы там строили дома очень быстро за даже меньшие сроки. Но это скорее исключение из правил. То есть, когда реально за 3 недели уже все, люди въезжали. Вообще классно. Так, по энергоэффективности. Вот выглядит то, что установили везде приборы, именно по микроклимату, по углекислому газу, по СО2. Да, ввиду того, что технологию не так много продвигает компаний на российском рынке, ввиду того, что люди ее не знают, не слышали о ней, и очень много скепсиса, мы пошли другим путем, и в нашем выставочном доме, вот в Москве, на Белой даче, мы поставили вот такую метеостанцию. То есть это ее блок один из, на самом деле здесь больше 5 датчиков, то есть эти датчики стоят на первом, на втором этаже, в стенах, внаружи, внутри стены и так далее, и которые измеряют не просто температуру, но и уровень влажности, уровень СО2, уровень шума, уровень нагрузки и так далее. Вся эта информация аккумулируется и в онлайне транслируется на наш сайт, где можно посмотреть всю историю изучения за последний год. То есть не просто там сию секунду, а вот открыть за год, посмотреть внешние температуры, посмотреть, что менялось внутри, как изменялась там температура, как изменялась влажность и все остальное. Но результаты очень интересные для изучения, для нас они интересные. То есть когда на ночь мы не топим дом, на ночь выключается отопление, и даже по нашим меркам, по вашим, может быть, они будут смешные, но даже по нашим меркам морозы в 24-25 градусов за сутки, за ночь дом теряет 1-1,5 градуса температуры. Да, при этом здесь это все-таки выставочный дом, у него не самое максимальное утепление в стенах и на крышах пола. То есть и при этом даже в этом варианте мы, приходя сейчас 11 утра, отопление включено час назад. Конечно, сейчас на улице не очень холодно, но можете сами оценить, насколько здесь комфортно. В принципе, здесь это микроклимат соответствует по гигиеническим нормам, скажем так, для жилых помещений. Поэтому включили буквально час назад. Так что с точки зрения эффективности, с точки зрения тепла и приятности, это одна из лучших технологий в России. Смотрите, дорогие друзья, значит, допустим, в наших условиях, допустим, не считая фундамента, по времени, я имею в виду, если заказываем по технологии двойной брус на заводе, не считая заводские и не считая логистики. Да. Логистика тоже, к сожалению, тоже большой плечо. Монтаж от момента первого дня на фундаменте монтаж займет всего месяц-полтора. Но это зависит от
кровли и от сложности стен. Ну, допустим, с эркером дом будет, без эркера, 4 стены да. там, и так далее. Ну, займет это всего месяц, там, ну, 1,5 от силы. То есть это, если сравнить, допустим, вот клееным брусом, если сравнить, допустим, простым брусом, естественно, влажности, по скорости это вообще такие, ну, очень хорошие положительные моменты. У нас, считай, сезон очень коротенький, у нас если очень сравнить даже средней полосой России. Отзывов, ну, на нашем канале, на Ютубе, на сайте, да, это одно из больших впечатлений, действительно серьезных удивлений для клиентов. Это в том числе скорость сборки, когда они там, не проживая на участке, приезжая там день через день, видят просто на глазах растущий их дом, который просто собирается очень-очень-очень быстро и мгновенно. Ну и вот главное, что интересует, это стоимость. Стоимость, вот, допустим, скажем, 8х8, 2 этажа, двухскатная крыша. Смотрите, здесь все просто. Когда мы говорим о стоимости, в первую очередь нужно учитывать именно сам проект. Почему? Потому что очень большое количество факторов, которые могут изменить цену там более чем в 2 раза. Ну, там, в частности, та же кровля, да, то есть обычная двухскатная и четырехскатная кровля, она увеличивает ценник немного, да, казалось бы, материалов чуть больше, а действительно очень ощутимо. Но если мы берем стандартный проект, классическую там, кровлю, классическую нашу технологию, да, то есть базовую, то в среднем дом 8х8, 2 этажа выйдет в конечном счете под теплый контур, там все с монтажом, ну, в районе 3-3,5 миллионов. Это под сдачу, да, то есть, скорее всего, с большой долей вероятности в эту стоимость еще и фундамент войдет. Даже так. Если речь идет, ну, о более сложных фундаментах, ну, опять же, это индивидуально. Потому что любой дом, в первую очередь, это конструктор, который каждый клиент собирает сам. Да? То есть, есть огромное количество опций, и в зависимости от своих предпочтений, каждый клиент его собирает уже и формирует свою окончательную цену. Вот. К чести, мы не скрываем свою смету, да, то есть мы действительно, что в коммерческом предложении, что в договоре, прописываем максимально подробно полностью весь домокомплект, из чего он будет состоять, какие материалы там будут, то есть четко и вот полноценно. То есть мы в этом плане открыты, и каждый может увидеть конкретно, за что и где мы как берем. Ну вот, смотрите, друзья, если вас интересует двойной брус, вот как мы рассказали, как Максим сегодня рассказал, он преимущество от простого бруса, от клееного бруса, там много преимуществ, положительных моментов, и даже доказано вот лабораторно, что замеры проводятся ежедневно в течение года, зависимо от погодных условий. Да, можно как раз это все сравнить, посмотреть, как дом себя ведет при солнце, дожде, морозе. Вот этот дом, выставочный дом на Белой даче уже стоит 8-й год. И, Максим, вы хотели нам показать? Конечно, пойдемте прогуляемся. Там у вас есть и разрезы, и где стоят датчики. Конечно, да. Пойдемте покажем. Мы находимся в нашем одном из типовых проектов, одном из самых популярных. Это Дворец Тора. Собственно, вот такой проект. Можно его посмотреть, как вы видите. Единственное, из-за условий выставки он немножечко уменьшен, то есть по высоте и по габаритам, но
Это одна из таких ярких наших звездочек с большими панорамными окнами, с вторым светом, с довольно большой террасой. И да, это проект рассчитан на небольшую семью, то есть тут всего 2 спальни, но при этом очень хороший и легкий дом для вот загородной там жизни, для любования им пейзажей за счет там огромных панорамных окон. Действительно очень такой популярный и яркий проект. Разрез стены. Здесь вырезан просто кусок бруса, вставлено стекло. Здесь мы видим, собственно, как ведет себя Экавата, да, при усадке, что она не усаживает. Также здесь мы поставили, собственно, датчик, который как раз считывает внутреннюю сторону стены на предмет температуры, влажности и остальных параметров. Точно такой же вырез есть и снаружи дома. Там стоит такой же датчик для как раз понимания и сравнения перепада и насколько эффективна данная технология. Вот. И это можно отследить относительно года в любой там день, который выбрать. Да. То есть как бы в хороший дождь косой какой-нибудь, либо там в солнечный день, либо в морозы. Вот. Также, что еще? Сама комплектация дома на выставке, она довольно простенькая в плане утепления. Мы все-таки в Москве, нам не требуются здесь самые теплые, да, контуры. Но даже в этом случае вы можете оценить, да, насколько комфортно, тепло в доме находиться и выдерживать любые внешние погодные условия, не напрягаясь, как говорится, свободно. Вот. Сдаем дом без инженерных коммуникаций и не покрашенный. Да? То есть дом сдается в чистом виде, и покраска и инженерные коммуникации идут отдельно. Также сама технология позволяет проводить инженерные коммуникации в фальш-перерубах. Да? То есть вот здесь это фальш-стеночка, которая до стены идет. И, как правило, все электрические коммуникации, там, проводные и все остальное очень красиво, аккуратно прячется и не выглядывает, не видно. Вот. Также с точки зрения утепления, опять же, отопление, можно использовать и теплые полы, газ, электричество, абсолютно все типы отопления вполне себе подходят, никаких ограничений здесь нет. У нас отличие двойного бруса от... Да, совершенно верно. Если обратить внимание, засыпается и угол тоже. То есть за счет этого как бы нет вот этих мостков холода, которые могут промерзнуть. То есть засыпается полноценно все. И за счет этого дом получается очень-очень теплым. Вот. То есть в данном варианте, это как такой хороший пример, вот, но в домашних условиях даже малейший там мостик холода, особенно при хороших минусовых температурах, может выдуть дом прям за несколько часов свободно. Вот, здесь оно невозможно как класс. Да, здесь, почему они не требуются? Задувание Экаваты осуществляется специализированной установкой и нагнетается до 70 грамм на квадратный сантиметр. Это очень высокая плотность самой Экаваты, она сбивается очень-очень плотно, за счет этого она не оседает в дальнейшем, да, то есть и за счет этой плотности она забивает все мельчайшие щели, которые вообще могут быть, и полностью это убирает. То есть поэтому не требуются какие-то пленки, не требуются какие-то дополнительные системы страхования, да, как в том же каркасном технологии. Здесь все обеспечивает сама Экавата. Опять же, Экавата — это переработанное дерево, она обработана борной кислотой 3%, то есть в ней не заводится ни живности, ни насекомые, это наш самый частый вопрос. Вот. При этом она имеет ту же паропроницание и влагопроницание, что и дерево, и за счет этого стена, несмотря на толщину, абсолютно адекватно дышит. Да. Кстати, она еще и не горит. Да, она еще и не горит, можно проводить вполне себе эксперименты, можно найти в Ютубе, пожалуйста, вполне себе еще и пожаробезопасная. Это, конечно, не спасает от пожара, но дает огромный большой запас времени на либо предотвращение, либо эвакуацию.
Ну вот, дорогие друзья, мы вам показали новые технологии строительства дома «Двойной брус». И по вашему желанию можем реализовать данные проекты в нашем регионе. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы и до новых встреч!